Многие обвиняли Нацбанк еще вот на прошлой неделе, когда в пятницу курс поднялся до заоблачных высот, особенно для украинцев, которые не привыкли. Газета «Вести», помню, вышла с замечательным заголовком на передовице «13 чертов курс». Вот. Вопрос в том, и там, само собой, многие журналисты, очень профессиональные, наверное, обвиняли именно Степана Кубева в целенаправленном повышении курса валюты. Насколько это оправдано? То есть, потому что действительно многие по привычке начали считать, что это именно власть специально делает. Ну, смотрите, я думаю, что власть можно обвинить только, ну, условно, обвинить в бездействии, потому что Национальный банк, он не выходил на рынок и не ограничивал курс. Это есть как одни и экономические причины, потому что мы видим, что резервы существенно сократились, сейчас около 15 миллиардов долларов всего, поэтому Национальный банк, он не было достаточных ресурсов, чтобы массово проводить операции. С другой стороны, вот переход к плавающему курсу, это уже давно одно из требований МВФ. И, в принципе, вот я думаю, какая у нас проблема. Это проблема в том, что доллар, он фиксируется, а потом в течение полугода резко растет, да. И, соответственно, граждане думают, как бы гривна снеценивается, а некоторые думают, а почему бы не заработать, да, и поэтому большой спрос на доллар. Если бы доллар изменялся так, как евро, то, исходя из рыночной ситуации, то есть постоянно либо рос, либо падал, я думаю, бы привлекательность к нему уменьшилась. Да? И тоже вот интересный факт, если взять 2008 год, да, когда курс был 8 гривен, да, за доллар, и сейчас, да, то есть он вырос на процентов 50. Если бы мы в 2008 году положили 1000 гривен на депозит в гривне и эквивалент в долларах, то гривна оказалась бы номинально в 2 раза выгоднее, потому что ставка по ней больше в 2 раза. Можно было найти сейчас и раньше приложение по 25%, доллар максимум 12%. Соответственно, гривна в 2 раза выгоднее. Если взять доллар, даже то, что он вырос, то гривна все равно в 1,5 раза выгоднее. Но вопрос в том, что доллар может вырасти там, в течение полугода, в течение месяца, и поэтому спрос на него достаточно высокий.